30 лет назад здесь, на Гумисте, шли ожесточенные бои. И каждый кусочек земли здесь искупан в крови защитников Отечества. Однако сегодня эти места практически превращены в свалку. Бытовые отходы, строительный мусор, множество пластиковых и железных банок, пакетов. Все это валяется под мостом среди деревьев и у воды. Такую картину можно наблюдать практически по всей протяженности реки Гумиста от верхнего до нижнего моста. Ветераны, когда нам сказали, что здесь мусора много, мы приехали, посмотрели. Я сразу позвонил главе администрации. Он, конечно, в курсе этих дел, занимается этим вопросом давно, но так как невозможно это просто остановить шлагбаумом или там штрафами, это не остановится. Но я не знаю, какими словами надо сказать, что здесь вот происходит. До глубины души обидно и злостно. По словам главы Сухумского района Алхаса Читанава, каждые 14 дней здесь расчищают территорию. Однако мусор собирается настолько быстро, что вывозить его на Галский мусорный полигон просто не успевают. Тут нету такого, чтобы это было заброшено и не убиралось. Но, к сожалению, наших сил не хватает для того, чтобы адекватно реагировать на то, что вы сегодня здесь видите. Протяженность речки большая, от верхнего до нижнего моста. Проездных дорог, сельских проездных дорог речки очень много. И, к сожалению, все это контролировать не представляется возможным. Вот сегодня на Нижнем Гумистинском мосту идут работы вот такого же рода. Мусор убирается, я думаю, несколько дней там займет. Периодически проводим такие работы, но ввиду того, что людей, которые, не гнушаясь, привозят сюда мусор на эти места и выбрасывают их много, наших сил, к сожалению, недостаточно, чтобы оперативно реагировать, потому что это все сопряжено с затратами. За вывоз мусора на Гумисту в 2023 году уже оштрафованы более 25 человек. Сумма штрафов маленькая и не превышает от 20 до 30 МРОТ. До 1500 рублей. Это не останавливает нарушителей. На каждом совещании обращается на это внимание и по возможности стараются их выявлять. Это происходит регулярно. То есть вот мы можем в качестве контроля, может сегодня кто-то нас услышит и совесть заиграет, но через недели-две можно приехать и почти аналогичную ситуацию здесь наблюдать. Мы-то все равно вычислим, кто здесь бросает, и в дальнейшем тоже кто будет бросать. Тогда по-другому будет все происходить. Мы опубликуем его, просто покажем народу, кто это делает у себя дома, и тем более в таком священном месте. То есть у себя дома мы все имеем, все чисто, а вот как вышли за двором, мы можем сорить, все что угодно выкидывать, не знаю. Обидно просто. Не должны люди так относиться. Я обращаюсь к народу, к тем людям, кто именно разбрасывается мусором. Подобную ситуацию можно наблюдать не только у реки Гумиста. Мусор бросают где попало, хотя по всей республике есть специально отведенные для этих целей места. В ближайшее время, по словам главы Сухумского района Алхаса Читанава, весь мусор будет вывезен на полигон в Гале, а далее ситуация будет контролироваться. Гугут Савардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.